Сюрия Дикиелма серии. Всем доброго времени суток. Всех приветствую себя на канале. Ну вот, открыли уразу. Настроение поднялось, силы появились и решила записать я вот этот вот обзор. Давно-давно вы просите. Давно зрители просят, людям очень интересно, что там не нравится, как сегодня. Людям очень интересна судьба моя. Многие совсем недавно на канале, и многим интересно, что как было. Ну, что-то, может, расскажу из того, что уже было, что-то добавлю новое, может, не все слышали. Ну, для начала всех поздравляю, всех благословляю, те, кто держит уразу. Шумар не ждал, обл дуэль. Халгуду из Хазняхсан тяжело. Но привыкать дичь. Халадац, единственное, хочется пить. Не так кушать, как хочется пить. Если бы можно было хотя бы пить, а так... В общем, всем осталось, это у нас где-то будет 13-го, наверное, праздник, или 14-го, уже будет сам праздник. Всем желаю, чтобы всем людям легко досталось эта ураза, чтобы... И погода, кстати, да, жалуемся на погоду, я говорю, хорошо, что она такая прохладная. Когда жара, очень тяжело держать, очень тяжело. Вот. Может, так лучше, нет? Что-то я не могу никак сегодня настроиться на эфир нормально. Ну да ладно, мы начинаем КВН, да, как говорится. Ну, как начиналось, ну да, скажем так, начнем с самого начала, что росла я таким ребенком, нас всего было двое в семье, сестра и я, две, я младшая, то мне, естественно, все позволялось, все прощалось, что бы я ни сделала, все, что я бы ни сделала, все было правильно. Вот, и всегда трудно разговориться. Потом, когда уже в азарт хожу, уже приходится выключать съемку. Но сначала столько мыслей, хочется все сказать. И, ну, в общем, мы жили в Матео-Курганском районе. Это за Таганрогом. Это прям граница Украины и России. Там некоторые бывают говорят, что да знаем, кто он и откуда. Я даже примерно знаю, кто это говорит, но как бы, меня это мало интересует в том плане, что, я еще раз повторюсь, было бы очень дико, если бы выехали с прекрасных мест, а попали в какое-то непонятное место, спились бы, стали наркоманками. Тогда да, тогда самая первая кричала пьян. Надо ж, такие хоромы потеряли, такую красивую жизнь потеряли. Ой, не. Это место мне было предначертано судьбой. Я в те края даже так, в гости туда и назад, и все. Там бы я точно не жила, ни в коем случае. Там бы задохнулась бы. Вот поэтому мы не скрываем, мы жили в тех краях. Но это же хорошо, когда человек меняет свои условия на что-то лучшее, чего-то добивается в этой жизни, правильно? Это же наоборот хорошо, это же неплохо. Вот, и мы жили там. И в 94-м году как раз шла Первая Чеченская война. Отцу по работе предложили два варианта. Либо их там распределения какие-то шли, либо на конец Ростовской области, а это был на тот момент Зимониковский район, либо Чеченская республика. Отец, понимая всю ситуацию прекрасно, что почем, он сказал, в Чечню я не поеду однозначно. Потому что, чтобы назад детям привезли труп мой, я знаю, что это за война. Чечню однозначно нет. Убивать никого я никогда в жизни не поеду. Но и переехать в совсем другое место, это тоже была как маленькая война. Это было очень сложно. Тем более отец уехал раньше. Но он уехал первый, он уже устроился на работу, работал. Пока нам там жилье искали, мы еще
жили там, ну, в Матвеево-Курганском районе, ходили в школу, мы же с Хадижей еще в школу ходили. И потом только нас забрали уже, я помню, в октябре мы приехали в этот Зимониковский район, как раз такая пора была, что уже бывает такая пора, когда огороды, все уже, помидоры собрали, уже ботва такая желтая стоит, вот эта пора была. И я тогда удивляюсь, я тогда целыми днями, вы знаете, плакала, у меня не было настроения вообще на что-то в этой жизни. Вот, казалось бы, одна Ростовская область, только разница в том, что мы уехали с одной Ростовской начала, а приехали в конец Ростовской области, граница с Калмыкией уже. Но это, оказывается, была огромная разница. Почему? Потому что даже земля была в Зимониковском районе прям какая-то желтая, прям как глина. Если у нас там в Ростовской области, в Матвеево-Курганском районе, то есть черная, добротная такая земля была, то там уже какая-то прям нам казалось как с глиной, что ли. Ну, в общем, странно было. Ну, я тогда была подросток, где-то в 8 классе я была. Понятно, что там у меня что-то осталось, какие-то друзья знакомые, по которым у меня сердце болело. Я ночами не спала, я помню, слушала в то время Таню Буланову и очень сильно плакала. Но для меня было очень важно, для меня было очень приятно, когда просто меня никто не трогал, и чтобы я могла остаться наедине и наплакаться, да, вот. Я настолько, как будто мне крылья обрезали. Я ехала, я кричала, вот, я кричала, я ненавижу этих чеченцев. А отец предупредил, отец рядом, я начала говорить, отец уехал раньше, и он сказал, ой, там очень много чеченцев. Но я вам скажу, как бы до этого с ними не общались, потому что там, где мы жили, я говорила, жила буквально на то время одна семья, но мы как-то с ними, ну, и за исключением того, что я, когда со школы шла, могла с этой женщиной, там у нас с ней это были разговоры, а так, чтобы мы там общались, ну, армяне были, да, а вот это, чеченцев одна семья была. Потом позже приехали, но на тот момент не было. А чеченцы, отец говорит, ой, такой хороший народ, такие гостеприимные. Чего ты, кис? Я говорю, нет. Я вижу, что про них говорят по телевизору. Я вижу. Я в своем мироизмерении не представляла чеченских женщин, девушек, детей. Я представляла всех мужчин, всех каких-то страшных, бородатых. И я уверена была, что я никогда не буду с ними не общаться, ни в какую тесную связь с ними подать. И тут надо же тебе, со всех сторон соседи чеченцы. Вот представьте, со всех сторон. Ну, я не помню, когда у нас с ними началось общение, но с девчонками. Мы стали дружить с девчонками, там у них были 4 девочки, потом позже приехали еще напротив, жили у нас чеченцы. Ну, в общем, что мы стали очень дружить, ходить друг к другу в гости. Ну, потихоньку. И я почему отвечу, вы знаете, эта тема, у меня много чего есть рассказать такого. Там ничего страшного нет, как говорится, криминала нет. Там, наоборот, и посмеяться можно, это все жизненное. Но рассказывая его здесь, да, вот в Ютубе, зная, что много и родственников смотрят, и все как-то у нас это считается не очень красиво. Хотя мне хотелось бы раскрыть это все более так. Вот. Но что я хочу сказать. И я рассказывала, что моя подруга, когда мы приехали, стали ходить в школу, моя подруга по школе, нас было 3. И вот одна из них вторую все время подкалывала. Ой, то у нее там жених есть. Ну, его имя называла. Да, у нее там... Эта подруга была такая круглая отличница. Ну, такая, я еще у нее списывала. В общем, такая круглая отличница, такая там вся такая, боже, одуванчик, вообще, и все. И другая... А мы с Наташкой, подруга моя была, мы были 2 таких оторвила капитальных. Ну, я, во-первых, в себе была очень уверена всегда. Почему, я потом позже расскажу. А она за компанией со мной, да, в компании со мной. И вот она, ой, то у меня там, мы же в 8 классе, какие там женихи, да, в принципе. А она говорит, ну вот уже мы заканчивали 8 класс, переходили в 9. Ну вот, ну, я перед этим скажу, знаете, в то время, наше время было другое. Сейчас вот у меня в доме 21 год живет персона, так там, ты что? Там этого всего не объяснишь, и там свои какие-то мнения, мысли.
И вот эта она в 13 лет или в 14 бы там замуж собралась, да, или кто-то там понравился так уже. Тут такие стоумовые, что вообще у них свое мнение, они знают, за кого им замуж выходить, за кого не выходить. Они сейчас все продвинутые. Ну, тогда было другое время совсем. Вот. И она говорит, ой, там у него жених, он приезжает, он там рядом живет по соседству, сестра его, и к ней приезжает парень с другого, ну, с одного района, с другого села, скажем так, и они там на лавочке сидят, все это. Я говорю, ты чё? Я говорю, ну, я представляю его, судя по ней. Ну, я не в том плане, я хотела сказать, что она там какая-то плохая, что она такая тихоня, и какой там тот должен быть тихоня, что они так сошлись и вообще... Ну, в смысле, я считала, что с ней как с девушкой неинтересно. Она всегда молчит, сильно стеснительная. Я в своем представлении представляла 100%, что это будет парень из этой серии. А я говорю, ну ты что? Ой, я говорю, мне прям не терпится. Мне прям не терпится посмотреть. И, наверное, я одна из тех плохих теток, да, которая жила у подруги, да. Вот. И она говорит, да, он приезжает, но он не так часто приезжает, но он приезжает, посмотришь. Я говорю, мне прям терпения нет, прям терпения нет. И как-то идем со школы, и нас возил автобус, и этот самый. И кто-то ей сказал, что типа какой-то разговор между ними, что приехал, то все, это самое. И я думаю, был понедельник, и какой-то приехал к нам в клуб. Ну тогда ж клуб ходила, молодежь, там концерты какие-то были. Приехал какой-то концерт, группа «Ночь», что ли, не знаю, какой-то это, в общем, что-то такое было. И был понедельник, что, в общем, и мы собрались, сестра моя, я, там молодежь с улицы, девчата, подружки, мы собрались туда идти, в этот клуб, на этот концерт. Ну, тогда еще, знаете, тогда еще было еще обязательным от этого. Школьники, типа, должны приехать, присутствовать, там, какие-то вот эти вот программы, там, конкурсы, поле чудес, передачи шли, там, разные, в общем, все такое. Ну, пойдем. Ну, я про это вообще забыла, что там он приехал, не приехал, что я хочу кого-то посмотреть. Ну, вы же не забывайте ситуацию, какая была ситуация. Дама-то была звезда. Я вообще считала себя дамой из высшего общества, но отец при такой должности, я раскрасавица и вообще... Да, это, возможно, неправильно, но не судите. Тогда это был возраст, 14 лет, 14-15 лет возраст. Но я рассказываю то свое внутреннее состояние души. Я – это принцесса вселенной, остальные все ниже меня, только я, а потом все остальные. Вот такое было мое мировоззрение. Потому что одевали родители, на базар ехали, отец мог выложить всю зарплату. У нас по воскресеньям был базар, это все по последней моде джинсовый костюм всегда, вот эти высокие сапоги на каблуках, джинсовые юбки, брюки, куртки джинсовые, в общем... Ну, такая, как пацанка росла, могла отпор дать любому, да, вот в этом плане. И, значит, ну, мы, как всегда, собрались, пришли, и там уже вот эти вот сиденья, да, где в клубе, где сидят зрители, сцена, там уже кто сидел, кто стоял, и там какие-то танцы, кто танцевал, ну, в общем, вот такая система все. И там же на улице продавался, не помню, то ли сок, то ли квас, что-то такое, ну, в общем, что мне захотелось пить, и я захотела выйти на улицу. И я зову с собой из подруг, пойдемте со мной кто-нибудь выйдем, потому что не так темно было, но вот такая погода была, как вот 6 вечера, вот так вот 7 вечера, такая погода была. Я всех зову, пойдемте со мной выйдем кто-нибудь, там просто вот здание, со здания выходишь и сразу там. И я просила, чтобы со мной вышел кто-нибудь попить, купить это что-то, не помню что. И, ну, в общем, но никто не захотел. Никто совершенно не захотел со мной выйти. Я так разозлилась, думаю, ну пойду сама, ну попробуйте кто-нибудь попросить. Я считала, как это так, мне отказали. Как могли мне отказать вообще? Как посмели? Ну, я им устрою, я думаю. И я, значит, такая картина была, прям вот слово «судьба». Ой, то, что хочется рассказать от всей души, как это, то есть все свои вот эти вот, все, что было на душе, да, не могу высказать. Ногчи шукинты, долца, и что не совсем то уж, да, цикамел шунгалга. Ну, постараюсь сдерживаться как можно больше. Ну, в общем, такая картина была, что он заходит, а я выхожу.
И вот встретились, я просто в шоке от того, что я не знала, кто этот человек, просто я вижу, что в наших краях я этого человека вижу впервые. Но я вам сразу хочу сказать, что там не то, что я была в шоке, а мой шок был в шоке. Но я опять-таки повторяю, я понятия не имела, кто это. Но у меня такое впечатление было, что мне как будто, знаете, сразу же, как будто мне молотком дали по башке. Сразу вот эти мои крылья, на которых я летала и считала себя там какой-то такой, они как-то упали, я как-то сжалась, я как-то... Я вообще не такое-то странное было такое ощущение, явление. Я захожу и говорю девчонкам там, я говорю, а это кто это, говорю? Кто это? Они говорят, где я? Я говорю, ну вот сейчас парень зашел. А, этот, что ли, этот, назвали его имя. Да это же этот же, жених этой, приехал. Я говорю, это он жених? Мне говорят, да, мы же тебе рассказывали про него, что там приходит на лавочках сидят, то все такое. А ее самой не было в тот день. Я говорю, ну, я меньше всего переживаю за то, что и дальше он будет ее жених. Да, я так сказала. Я так тогда сказала. Я говорю, ну опять-таки, не судите, это был 15 лет. Я говорю, слишком хорош он для нее. Мы пересмотрим это заново. А тут такая ситуация, я увидела, удивилась, начала расспрашивать. А человек увидел меня и тоже начал расспрашивать. То есть это было вот так вот обоюдно. Ну, в общем, у нас был по соседству парень жил один. Он в школу ходили вместе и вообще как друг наш, да, могли любые темы спросить, переспросить там, ну вообще как друг. Я говорю, что там, говорю, в смысле, что к чему? А он говорит, это все нормально. За тебя тоже спрашивали. А, ну все нормально, значит, все идет по плану. Ну и, в общем, в тот же день, в тот же вечер, это уже где-то было около 7 вечера, что меня этот друг позвал и говорит, можешь выйти на улицу, вот сюда на порог, с тобой хотят познакомиться. Ну, я, конечно же, вышла, познакомилась. И вот сегодня я здесь. Уже сколько лет? Уже 23 года. Это все в преддверии. Я вас подготавливаю плавно к 30 апреля. Это один раз в год сады цветут. 30 апреля у супруга день рождения. Ему исполняется 42 года и 23 года как совместной жизни. Ну, хотели съездить на казино, с семьей отпраздновать день рождения. Но у нас в этот день всегда два праздника. Ну, уже дети взрослые как-то говорить, что в этот день там какая-то дата некрасиво, конечно, по нашим обычаям. Мы отмечаем день рождения папе всегда вот так вот. Но в душе у нас два праздника в этот день. И что я хочу сказать, потом был понедельник, а вторник был, мы опять идем утром в школу, и она идет, мы втроем идем, и я говорю, слышь, этот друг твой приехал, да, вчера, дружбан. Она покраснела вся. Какая я была, да? Нехорошая. Возможно, как человеку я больно сделала. Ну, я же говорю, какой оторвила бы. Я могла говорить что угодно в лицо, и никто не мог меня остановить. Я говорю, приехал твой друг, да? Да. Я говорю, ну так ты в курсе, что он больше не твой друг? Я говорю, ей, представьте, вот так вот. Она покраснела, ничего не ответила. Потом, когда уже все, но... Нет, все равно человек, когда, я хочу сказать, и в скорости, это всего лишь была пару встреч, так, и ни о чем, просто поговорили, все. И впереди лето, это было май, мы познакомились 13 мая. 13 мая у нас и София родилась. Софишке тоже 13 мая день рождения. И познакомились 13 мая 1996 года. А в 1998 году, 30 апреля, я вышла замуж. Ну, 2 года общались. И в скорости, что каникулы, 13 мая, там уже последний звонок, и что мы уезжаем туда, к бабушке. Ну, Матвеево-Курганский район, мы же туда родом, приехали, жили там в Зимайковском районе, то мы на летние каникулы уезжали к родственникам, к бабушке, там гостили. И в один из дней приходит письмо.
мне приходит письмо на имя бабушки. На имя нашей бабушки приходит письмо, и там в скобках для кого? Для меня написали лично в руки. А я-то уже забыла вообще. Вот, ну, знаете, вот с головы вылетело вообще про все это. Ну, познакомились, да и познакомились. И там вот написали, что, оказывается, у подруги взял адрес, который там осталась у нас в Зимониках, у нее взял адрес. Это хорошая подруга была наша. И написал. Я хочу сказать, что я все время говорю и своей дочери, и всем остальным. Я вот у нее сколько подруг, я со всеми с ними, как психолог. Я ей могу рассказать от А до Я всю эту жизнь. Я говорю, запомните, если парень сказал вам, они говорят, Кис, вот ты вот это, вот мы даже с матерью не можем так поговорить, а с тобой ты прям дружище нас, Анжела мне подруга, Кис, ну вот такая ситуация, там парень понравился, написал, а потом резко пропал. Я говорю, так это сейчас вполне каждый второй случай. Сейчас парни очень обидчивые. Сейчас не парни девушек добиваются, а девушки парней. Сейчас у нас парни обидчивые стали. Сейчас они сами не пишут, не звонят. Они хотят, чтобы им звонили. И когда они начинают общаться с девушкой, часто спрашивают, а шуба у тебя есть уже? Даже такие варианты есть. Сейчас все очень сильно изменилось. Говорит, парень написал, говорит, один день, потом 2-3 дня его не было, а ты знаешь, он мне так понравился. И я допустила такую мысль, если это моя дочь, она в жизни никогда не напишет. В жизни. Это такой характер. Она говорит, а я не выдержала, написала, что-то ты пропал. Ой, да я... А он отвечает ей, ой, да я чем-то занимался, я что-то это... И я думаю, Кис, верить ему или нет? Я говорю, ни в коем случае, ни в коем случае. Поверь, мужчина, которому ты нужна, из-под земли достанет. Из-под земли. Остальные все это басни, рассказы. Девочки, ну, я это все рассказываю вам, девочки. Рассказ наш женский, доверяю я вам, вы мне доверяете, все мои девчули, которые группа поддержки. То я что хочу сказать. Мне не совсем удобно говорить об этом, потому что я знаю, что есть и мужчины смотрят, и мужчины в возрасте, которые уехали отсюда. Мне не совсем хамялся, то уж согреться, он Бог дел, да. Но хочется, людям интересны эти темы, хочется, все мы люди, рассказать. Конечно, я могла бы рассказать это более детально, более интереснее, все эти впечатления, но я не имею сегодня возможности. Хотя бы то, что я имею, я расскажу. Вот. А я ей говорю, ни в коем случае говорю, если познакомился, взял номер и написал один день, второй день, забудь сразу, даже не думай об этом человеке. Нет, конечно. И вот я говорю, тогда, я говорю, видите, тогда, говорю, телефонов не было телефона. Человек нашел адрес, написал, рассказал все, что потом, оказывается, не так часто имел возможность приезжать, потому что там дома хозяйства было много и все такое. Ну, как тяжело ему удалось в тот день приехать, отпроситься, и причина этому понятная была, да, потому что отец был очень строгий, не пускал, и тот человек нашел время, приехал, чтобы увидеться просто, а приезжает, а меня нет, мы уехали на каникулы, и вот подругу нашел, подруге, как с ней связаться, может, как написать адрес, что-нибудь есть, да, дали адрес, написал, что это все, что не забыл там, ну, все такое, что хорошо тогда провели время. Ну, тогда, правда, хороший концерт был, приезжали какие-то группы, я уже не помню. Ну, тогда, знаете, и время было совсем другое. Совсем другое было время. Если человек воспитан, если человек умеет себя вести, то... А если сейчас такое время, вроде бы все запертые сидят, а есть некоторых даже за двор нельзя выпустить. Вот этот вариант тоже. Да, ну и тогда приехала я, погостили, тогда приехала с каникул, все, опять, опять приехал он, опять мы там встретились, вся молодежь, все это, и этот самый, ну вот так вот все закружилось, завертелось, не могу я вам все это детально рассказать, не могу, потому что мне это непозволимо. Хотя в этом ничего страшного нет абсолютно. И вообще такой человек был. Меня никто не мог обидеть. Я сама кого хочешь могла обидеть. Кого хочешь. Вот. И часто было такое, что мы оставались на концертах.
на каких-то там участвовали конкурсы, и уже автобус наш уезжал, и я приходила к отцу в милицию, чтобы, ну, с ним ехать домой. Если я в милицию заходила и дверь ногами открывала, да, то есть настолько я там была своя, и все меня там знали, что вообще... Да, кто это? Да, кто? А это кто? Кто? Так спрашивают, да, ой, не связывайся, это мента дочка, ты что там? А кто? Когда он начал спрашивать, кто такая? Ой, они говорят, не советуем, не советую, это мента дочка, там ничего не получится вообще. Она там вся такая из себя и плюс... Ну, в общем, война ж тогда шла в Чечне, как-то отношения были с чеченцев вообще ненавидели в то время. И начиная с меня. Самая первая была я. И вот сегодня я здесь. 23 года я в Чечне. Поэтому никогда нельзя говорить, от судьбы не уйдешь. И когда я стала узнавать, когда я узнала, какие чеченцы, это вообще... Мое мировоззрение поменялось на 100%, на 100%. Вот нельзя верить телевизору, ни в коем случае, потому что там такое расскажут, что вообще... Ну, и в общем, и что я хотела сказать. А мы же ездили в школу на автобусе, и рано утром приходилось вставать, пока соберешься, пока то. И всегда меня ждали. Он от сестры своей выходил, я от своего дома, и на автобус шли вместе, до школы провожали, со школы встречали, на автобус шли вместе. В общем, вообще это Ромео и Джульетта. И тут же надо еще, знаете, знать один такой момент. Во-первых, на то время дочь мента, и плюс еще парень, который просто голову оторвет любому за меня. Вот это все, представьте, меня и вот это все вокруг меня. Меня ж тогда несло страшно. Страшно несло. Это принцесса всей вселенной. Вселенная царица Султан. Как там вот это? Хюрем Султан. Это, даже она себя так не вела, как тогда вела себя я. Это уже был 9 класс. И мама часто давала деньги, чтобы я купила там... Ну, у нас, где мы именно жили, там как-то дороговато все было. А в район мы ездили в школу, и там рядом рынок огромный был. И там вот все, то спагетти, вермишель, там, где когда чай, какие-то крупы, все такое. И она мне давала деньги, я всегда покупала. Вот несмотря на свой этот характер, я с мамой всегда была очень трепетна. Я всегда, только в ее глазах я могла увидеть весь мир. Вот, все равно даже Хадижа, даже мама говорит, она не так была. Она как-то не такие прям у нее были. А я мама, мама, мама. Для меня мама это вообще все. Как-то Хадижа не хотела таскаться с сумками. Она была такого мнения, лучше купить там на месте, что тащиться. А вот я считала, если копейка дешевле, если где-то можно купить дешевле, меня жаба душила, вот надо было купить там, где дешевле, но ни в коем случае не тратить деньги. Вот. И как-то очередной раз я это все скупила, помню, заранее пришла, меня проводили до самого класса. И тогда, знаете, вот, хочу вам рассказать, вот даже тогда это ощущалось со мной, я очень сильно замечала, как люди одеты, какой у людей внешний вид, как выглядит парень, все. И даже тогда это была огромная разница, огромная, да, когда все в таком возрасте бегали, там какие-то куртки, там какие-то джинсовые, там штаны и все такое, брюки, там вот это спортивный костюм, молодежь, парень мог прийти на свидание в спортивном костюме, Адидас, вот это все запросто. И когда парень во всем черном, и еще пальто до колен, черное пальто, аккуратно, крутейшая стрижка, крутейшая, аккуратная стрижка, очень сильно пахнет вкусными духами, когда парень перед тобой стоит, да, это совсем другой вид, да, совсем, любая девушка это замечает, да, то там разницу я заметила моментально сразу, потому что я не видела тогда, чтобы у нас там парни кто-то ходили в польтах черных. Вот как сейчас я смотрю фильм, вот это вот «Ветреный», Миран, я на него смотрю, а вижу свою судьбу. Вижу свое там много чего, поэтому я очень сильно влюбилась в этот фильм и с интересом его смотрю. Там от моего много чего в этом турецком фильме, очень много чего. Вот это отношения, это вот та же ревность, что у него, вот это все мы проходили, это все было. И
И я с рынка принесла это самое. Я помню, у меня были, ну, у меня же своя сумка школьная, и еще портфели там, э, портфель, то есть мой, такая черная сумка была, и полный пакет стоял там, продукты, что я купила. Я помню, там и масло подсолнечное было, какие-то крупы, ну, наверху вермишель у меня лежала, это самое. И я это все, знаете, вот так, я сидела на третьем ряду на первой партии, вот сразу первое мое место. И я так сразу поставила вот эти вот сумки прямо около парты, но они аккуратно стояли, никому не мешали. А сама я вышла в коридор, там, ну, общалась, стояла. И этот самый. Потом я зашла, буквально до урока остается, ну, минуты 3-4, все, думаю, уже зайду, сейчас уже захожу, сажусь. А на втором ряду, на первой партии, сидел парень. Он был у нас в классе самый высокий, такой весь из себя, он был из богатой семьи. И его как бы в классе все боялись. Ну, побаивались и пацаны даже там, даже шестерили перед ним, даже что-то такое было. Иногда я это замечала. Мне это очень сильно бесило, конечно, но только не со мной этот же случай, ни в коем случае. И вы знаете, и они с одним парнем задрались так сильно, задрались, бегут, они схватились, бегут, тот того, ну, 9 класс. Ну, в общем, получается так, что весь класс уже сидит, вот-вот должна зайти учительница. Получается так, что а, он цепляет ногой этот мой пакет, который стоят с этим, ну, с этим вермишелем. Я вообще в шоке. Я за всем этим наблюдаю. Он цепляет мой портфель, ой, сумку вот эту, она как-то падает, что его нога цепляется за ручку от пакета. Ну, в общем, пакет летит к доске, потому что мы уже ну, я на третьем ряду на первой партии, он на втором ряду на первой партии. Что летит этот пакет прямо к доске, оттуда высыпается спагетти и вермишели по всему классу. Я вообще такая, я-то, что это за прикол вообще? И он так бежит, и так покраснел, и бегом бежит, так как ничем не бывало, садится за свою парту и начинает тоже смеяться. Клянусь Аллахом вам, клянусь Аллахом, весь класс опешил и смотрит за всем происходящим. А что будет происходить дальше? Я, конечно же, встаю сразу. Я смотрю, вермишель по всему классу валяется. Это настолько сильно меня тогда унизило. Но он же так сидит задом, ну, за партой спиной, да, к доске, что я подхожу сзади, клянусь Аллахом, я беру его вот так вот за шмотки капитально, и вот так об парту, несколько раз я его. Он покраснел, ты чё, он просто, я говорю, пошел быстро собрал, до единой вермишели, немедленно, пока я говорю, с тобой так поговорят, что тебе тошно будет. Ну-ка пошел немедленно, собрал все. Да чё, я сказала быстро. Ровно 5 секунд тебе срок. Попробуй, говорю. Пусть хоть одна вермишель будет валяться. Хоть одна, говорю. Я тебя выкину сейчас, говорю, на улицу. И не знаю, что с тобой будет. Быстро. Он встал, начал все собирать, там начали помогать. Я, естественно, знала, что мы это все не будем кушать уже, все рассыпанное. Он собрал и положил с края к парту. Я: зачем ты мне положил? Себе понесешь кушать сегодня, сварите. А мне давай деньги, что я потратила на все это. Немедленно, говорю. Конечно же, он мне отдал эту сумму. Конечно же, я бы в жизни не оставила. Я бы в жизни, говорю. А он видел, что ко мне приходят, в школу меня провожают, что сам он приходил, и друг чеченцы, что они в автошколу ходили, они друзья где-то ждали. Я все время с подругой выходила, если придут там, да, в школу, там, ну, на свидание. Мне, конечно, неудобно говорить, но простите меня ради Аллаха, просто другие люди тоже смотрят, но хочется тоже рассказать, да, вот людям интересно, спрашивают. Видели, какое общество меня окружает и вообще, чем это может пахнуть, что успокоит только так. И, конечно же, деньги вернул, вермишель все пособирал, но положил пакет около пая. Я говорю, мне какого ты ложишь, черта, говорю, себе забирай домой, сегодня сваришь, говорю. В общем, вот эти моменты, я вообще, я не знаю, я вот с детства росла такая. Да, вот у чеченцев тоже есть этот горячий пыл, но я попала в ту волчью стаю вообще, я таковой сама и являлась. Ну а после того, как мне залили больше чеченской крови, то уже, наверное, это все когда бурлит, наверное, ух. Вот так вот. И с тех пор мимо моей парты человек очень аккуратно проходил. Очень. Ну, я была компанейская, веселая. Я же говорю, тогда весь класс вообще.
на уши глаза полезли, что сейчас будет. Все повернулись и смотрят, что кино, сейчас кино будет. Да. Я вот так несколько раз дала об парту башкой, что он вообще, ты чё? Он покраснел сильно, он не ожидал, говорит, ты чё? Я говорю, я сказала, быстро встал, быстро. В общем, вот такие вот дела. И вот это все потом, когда же уже пришло время, и когда наконец-то, а Зловка каждый раз, потом он уехал в Чечню, его забрали, нужно было в армию идти, тогда аж сильно издевались над чеченцами в армиях, и его сюда привезли на родину, свекровь привезла, чтобы, ну там, чтобы там по прописке не забрали. А тогда здесь ни прописок не было, здесь все, даже письма писал, я писала сюда в Чечню до востребования, даже не было адресов, ничего. Вот, и этот самый... И его забрали. Это тоже тогда была маленькая смерть. Не маленькая, а капитальная тоже. Я вообще школа домой, как зомби. Никого не вижу, не слышу. Никто ни в коем случае меня не трогал. В классе никаких вот этих шуточек, прибауточек. Если когда нормально все было, то и шутили могли. Все, то все знали, что я не хочу не шутить. Никаких шуток, ничего. Просто урок закончился. Я вот стала как зомби. Я стала ходить одна, сама по себе. Мне стал никто не интересен в этом мире вообще, и сам этот мир, да, да. Что было, то было. Вот. И как-то тоже я уехала со школы, и тогда первый раз пришло мне письмо и фотография. Мне почтальонка когда дала, я, как всегда, любила зайти в автобус, он еще и не наполнился, сесть в угол к окну и сидеть просто грустить у окошка, чтобы меня никто совершенно не трогал. Не дай Аллах, кто-нибудь бы какие-то шутки, никто этого не было, но все знали, как со стороны парней, не дай... Я просто сама себе думала, когда смотрела, когда они забегали, убегали, с девчонками шутили, я все время думала, спаси вас Аллах, просто проявить ко мне какое-то внимание и пошутить со мной. Пусть Аллах вас бережет. Свои 15 лет у меня тогда были такие мысли. Я вас просто с землей сравняю. Пусть вас Бог от этого бережет. Подойти ко мне, шутить или вообще меня тронуть. Вот это. Я считала, что это будет моей какой-то неверностью. Что я считала, что я вообще не должна ни с кем разговаривать. Это моя преданность. Вот это. Я говорю, это меня полностью. Тот мой характер, какой у меня полностью переделали. Я уже познакомилась тогда с соседями, с этими чеченцами, стала изучать язык и молиться научилась, стала узнавать законы. Для меня они казались, я в каждом из них видела его, что мне казалось, что все чеченцы – это его родня. И я считала, если кто-то, не дай бог, со мной пошутит, это уже будет, как будто я буду не сохраню свою преданность. А Заловка приходила к этой соседке к нашей, она с нами в одном селе жила, и вот она это спрашивала, а что там, как вот девушка? Она говорит, ты знаешь, какая хорошая девчонка, вообще молодец. Вот как эти все по улицам не шастает, она сейчас выйдет, девчата все, она никогда, твой брат, когда придет, она выйдет на улицу, и все, ее в жизни на улице не увидишь. В своем дворе занимается делами, к девчатам к моим приходит, очень хорошая семья, девчонки воспитанные, семья хорошая, никакие не алкаши, никто, отец вот в милиции работает, мать ветврач, в общем, вот так вот. Вот один раз пришла, на второй раз она уже говорит, она вообще такого верного, преданного человека ваш брат точно не найдет себе никогда. Настолько она вообще... вот она каждый раз, когда ездила домой к своим родителям, она, видимо, рассказывала, говорила обо мне, что вот есть такая девушка, это все. И вот в один день она приехала с матерью, пьет чай, Заловка моя, в другой комнате свекор Далгеш Тойцун, он молился. И он, когда помолился, он вышел и сказал, что да, в феврале будет ровно год, как брат умер. А у них, если кто-то родня, если умерли, то год жениться нельзя. Вот в феврале брату будет год. Если до этого у них между отношениями все будет нормально, я не против. Это слова были, как, знаете, как снег в июле месяце. Вот так, снегопад, если пошел бы где-то в Краснодаре. Хотя сейчас ничему не удивишься, но это вот тогда было. А свекровь, у него аж с чаю с кружки упал. Как это? Ты же вообще, когда старшие там дружили даже, ты не давал. Но он дал понять, что там достойный вариант.
эту девушку можно взять замуж. Я узнавал, что за семья, что сама за девушка. В общем, не могу я вам все подробно рассказать, но чеченская почта работала на все 100%. И тогда он сказал, вот видите, в обычаях у чеченцев нет такого, чтобы девушка приезжала до замужества к парню в дом, чтобы это все только вот забирают. Но это опять-таки, это когда все друг друга знают, да, примерно знают, какого тейпа, кто откуда, все забирают, там родители знают его родители знают ее родителей, а так никогда не виделись, не знали, и отец сказал, свекор, мол, будем на родину уезжать, нам, она, наш самый младший сын, нам надо будет людям ее показать, хотя бы, чтобы мы могли, чтобы люди не говорили, кого вы привезли в Чечне, столько девушек красивых, что это вы привезли вообще. Хотя я знаю, у меня этот парень плохую, некрасивую не выберет сын, он говорит, но все ж таки, а они как-то получилось так, что они увидели, что около школы, там у нас недалеко была больница, и они приехали, свекор и свекровь, я тогда их вообще не знала, по какому-то делу они приехали, и мы, как обычно, шли в сторону рынка, со школы за мной зашел, мы шли в сторону рынка, и вот представьте, мы идем, просто общаемся, там где-то шутим, смеемся, и вдруг он мне говорит, так, сейчас, на меня он не смотрит, так, сейчас, быстро, резко, ты на меня не смотришь, разворачивайся и идешь назад. Я такая в шоке, на меня не смотришь. Я еще раз повторяю, я говорю, ты скажи, что я... А мне сразу такая обида какая-то, я думаю, невеста, что ли, его у нас увидела. Я же тогда, ну, мало ли, да, что там человек общается, может, там еще кто-то есть, правильно? Я тебе потом все объясню, там родители приехали, быстро, на меня не смотришь, разворачиваешься и быстрыми шагами уходишь. Быстро, я тебе сказала, у нас это очень некрасиво, я тебе потом все расскажу. И я тогда в слезах, мне стало обидно, я развернулась, и, конечно же, я ушла, там неподалеку была аптека, я зашла в аптеку, мне нужно было что-то купить там, и заодно... И что издалека они меня увидели, но и он же тогда смеется и говорит, хотя я видел, девушка симпатичная, очень это заметил. Ну, тогда белые длинные волосы, локоны были. Вот эта школьная форма на каблуках. Такая девушка шла, принцесса. Ну, и он заметил, да, что видел. У меня такие волосы были, вот эти локоны распущенные. Сумочка же такая красивая школьная. Юбка, кофта, жигетка такая на каблучке. Ну, в общем... Ну, потом я, конечно, видела. Для меня опять, говорю, это было все странно. Очень-очень-очень-очень-очень-очень странно. И потом он сказал, понимаешь, и когда я пришла, рассказала соседям, они говорят, конечно, у нас же не положено. Ты что, родители? Нельзя, конечно, перед родителями. Ну, тогда когда я уже стала вникать в это, очень некрасиво, конечно, с невестой около родителей. Это понятно, теперь-то, да. И этот самый... И он тогда сказал, привези родителей, хочется познакомить, потому что мы уезжаем на родину, в Чечню это далеко. Нужно, раз мы берем девушку с другой нации, мы должны проявить к этой нации тоже уважение. У них другие законы, у них свадьба, там, сватовство. На свадьбе все родители, все присутствуют. А так мы заберем их на свадьбе, не будет, непонятно будет, кто забрал их дочь. Люди растили. Непонятно, что ты привези ее и родители, мы познакомимся, обсудим все, что надо. И тогда... Ну, в общем, у нас как раз тогда соседка привезла вот эти чеченские платки на продажу, соседка. Я у нее купила аж платок красивый, платье красивое. Все ж тогда для меня вообще это все казалось таким очень красивым вообще. Я так влюбилась в эту чеченскую одежду, это так мне казалось достойно, скромно, красиво. Это вообще для... Просто как раз красивое такое серое, румбиками платье, платок, ну, в общем... Ну и как раз совпало так, что свекрови было день рождения до 1 июля. И мы приехали, тоже подарок взяли, все. И заходим во двор, они нас приветствуют, встречают. И он говорит, проходите в дом, свекор. И он же с нами заходит в дом. А там на улице у них летняя кухня, там уже слышно было варится, жарится, парится. И он зашел и говорит, давайте познакомимся, говорит. Меня-то так-то зовут, родители представились, это все. Он говорит, вы присаживайтесь. У нас стол уже стоит накрыт. Там бывает,
какие-то салаты стоят, ложки, вилки, тарелки, салфетки, все стоит. Единственное, горячего просто принести. Сейчас я женщинам отдам приказ, чтобы накрывали на стол, а вы присаживайтесь. Все это, ну, он, в принципе, зашел, чтобы посмотреть на меня, но я ж такая вся ниже воды, ниже травы. Ну, во-первых, очень стеснялась, очень, ну, как это, ну, представьте, я уже на то время знала, что даже такого обычая нет, но это делается ради того, чтобы родителям, чтобы познакомиться, чтобы родители успокоились, чтобы родители знали, кому отдают свою дочь. Но вот для этого это было сделано. А он тогда вышел и сказал: "Дели шундел устазураю, им хознех сон хазюа, и же канцель асхаялорю из ламарда". А свекр сказала: "Клянусь Аллахом, какая она красавица, я вообще в шоке. Если сын ее сам не возьмет, я для него самого приведу ее для него". Он вот так вот сказал. Ой, какая красавица. Я, говорит, на нее насмотреться не могу, говорит, вообще очень красивая девушка и скромная. В общем, все. С моей стороны добро. Родители он посидел, пообщался. Родители ему понравились. Виктор Петрович, Татьяна Богдановна, он сразу с ними сдружился, сразу все это. То есть контакт есть, да? Вот, да. Все это воспоминания такие, знаете, вот тоже в преддверии уже. Каждый раз в этом месяце, когда число идет к 30 апреля, вот это дни, сады цветут, это время для меня всегда это такая особая весна, особое настроение. Вот, вот так вот. И мама мне потом говорит: "Кис, я за все", как вот она сама говорила, я с Кисой разговариваю по-хорошему, по-плохому, и с ремнем, и со слезами. Я сказала: "Мам, вот эти слова ее, Кис, не подведи, не подведи". Она вначале говорит: "Кис, ты понимаешь, ты просто не сможешь, ты со своим характером, ты не сможешь, ты привыкла, что ты всем руководишь, что должно быть так, как скажешь ты, все. У них законы жесткие и все такое". Я говорю: "Нет, мама, нет, я смогу. Вот посмотришь, я смогу. Я смогу, я вас никогда в жизни не подведу". Я все, да, поначалу было очень тяжело мне, очень, я очень много тонула. Да, для меня, когда я сюда, мало того, что они там рассказывали законы, это было одно. Когда я здесь столкнулась с реальностью, это было совсем другое. Во-первых, а, большая нагрузка на меня упала, то, чего я не видела. Много делов по дому, огромный двор, это все, огород, э, гости, это все для меня до 16-летней, не выросшей среди чеченцев в Чечне, для меня это было очень сложно. Очень. Это просто, ну, не передать, как бы это было для меня. Женщины, которые здесь выросли и жили, им, конечно, это, может быть, покажется странным, но для меня это тогда было, это вообще, это что-то вообще, что мне очень тяжело было. Очень. Очень и очень мне было тяжело. И непонятно, и тяжело, столько много всего вот на меня навалилось, это все было. Но ничего. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ну, свекор сказал: "Мы не будем требовать там идеально дела, чтобы ты делала, там, чтобы какой-то еда, если вдруг будет невкусная или что-то. Но 3 условия: наши законы соблюдать, молитву, чтобы совершала, и чеченский язык обязательно". Он даже, я говорю, даже я обижалась тогда, конечно. И сейчас, если он был бы живой, я бы ему от души, клянусь Аллахом, сказала: "Спасибо тебе, Дерес Халон, за то, что ты меня тогда, можно сказать, заставил. Иначе я бы так бы стеснялась, и не говорила бы я вообще ничего по-чеченски. И, естественно, мои дети". Человек просто был очень здравомыслящий. Он не хотел, он знал, что он в этой жизни, ему недолго осталось. А если не будет говорить по-чеченски, не будет соблюдать обычаи, знать язык, то будут на его сына тыкать пальцами, смеяться, как часто бывает люди. Да, я старалась ради этого человека, я просто оставила все на этом свете, все, все. И опять-таки, как в фильме "Ветреный", да, как она пришла, тогда две семьи враждуют, да, две семьи враждуют, и этот,
И раз девушка выходит туда еще и замуж, да? Вот как в «Ветреной» фильме. Вот такая же ситуация была у нас. Тогда Чечня и Россия вообще очень была напряженная обстановка, война, страшно ненавидели. И в этот момент я сюда, представьте. Я же говорю, я этот фильм смотрю, я переживаю все свои события. Вот этот «Ветреный» фильм, посмотрите, пожалуйста, всем советую. Там, конечно, много слез и много такого есть, что нудно тянется. Но, в принципе, я вот смотрю и вижу себя, да, в этом во всем. Как вот мне было, как она попала в этот двор, вот так вот и мне было. Мне тоже было тяжело очень, все на меня как-то смотрели не так, все как-то было, я еще не понимала язык, и она хотя бы ветрено за свою нацию вышла замуж, и не так было, язык знала, а тут язык не знаешь, и все чужие, кто не заходит, кто с улыбкой смотрит, а кто-то так с непонятками смотрит, и это все меня я очень чувствовала себя как-то скованно, думаю, что они думают, что они сейчас про меня говорят. Я там примерно понимала, но вот когда разговор идет, там конкретно где-то люди сидят, быстро разговаривают, что-то рассказывают, тогда я не улавливала слова, могла не понять смысл, о чем говорится просто. А свекровь говорила, киса, я говорю, учи чеченский, говори на чеченском. Я говорю, я не могу, я плакала. Говорю, я не могу, я говорю, из меня смеяться будут. Он говорит, кто с тебя будет смеяться, с этого двора выгоню лично я. Ты за это даже не переживай. На ошибках учатся, ты учи. Ну, в общем, уже время прошло, сколько у нас, 51, и уже почти час я наговорила. Ну, послухайте, это будет еще вторая серия. Завтра, девочки, завтра обзор платьев, то есть то, что у меня осталось в наличии. Почему? Потому что послезавтра я иду за товаром, и вот это все, потому что тогда маму в больницу положили, и мне пришлось это оставить. И многие заказы я оставила, не оставила. Ну, в общем, пишите мне все. Завтра я сделаю выпуск, смотрите, обязательно. Вот эти огромные скидки, все по 1000 платя вот эти, даже те, которые по 2000 я продавала, все по 1000 сейчас. Все, это просто скидка такая в священный месяц Рамадан. Я это все отдаю ради Аллаха, все платя по 1000 рублей. Поэтому завтра ролик посмотрите и напишите те. Я прям покажу в ролике то, что осталось. Каждое платье буду указывать размер, потому что большая волокита, киса, есть тот размер, а есть тот размер. Поэтому я сразу буду говорить, какие размеры есть в наличии. Поэтому обязательно дождитесь ролик, те, кто хотел платья, чтобы вы мне написали там и безрукавки, и платки, и все на свете. В общем, завтра посмотрите. Все, всем до свидания. Адикюл, ДРСХ, у нас ног чирен, дердол. Чаишнагача. Ну что, я хочу сон дердол, ну, дицляр, сажем, хахан. Просто историю. Часто пишут, спрашивают, все, так что это строго не судите. Сон интердол, шумархан ждал, обл дуэл визендел, что дука дес дал, си дуэл, что визендел. Вообще, Чечня это сила. Все, адикер. Всем до свидания, всех люблю и уважаю. Ставьте лайки, пишите комментарии. И завтрашний ролик обязательно ждите.